Нормальный распорядок, ребята. Гуси сидят. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что-то не то с чайками там. А там гусаки сидят. На пляжу. Молодцы. И даже не улетают, ребята. Вот это да. Блин, еще ребят сидят. Нормальные красавчики. Раз, два, три, четыре, пять. 5 штук, ребята, прям в упор. И не улетают, главное. 2 пачки сидят. Ну, такие взъерошились, конечно. Думаю, что происходит. Ну, красота вообще. Как домашний, ё-моё. Пошли. Ну что, братцы, всем привет. Очередной выезд по Налиму. Весна 2024. Хорошенько упала вода. Она и продолжает падать. Буквально сегодня, вчера я вернулся, ребят, с рыбалочки. Смонтировал для вас ролик и погнал дальше. В общем, у меня, как и говорил, есть свободная неделя. Хочу полностью посвятить Налиму. И дает погода, ребята, сегодня потеплело. Если в крайний раз ездил, было всего лишь +1, то сегодня +11, ребята. Повеселее, конечно, намного. Ночью уже +7, погода налаживается. Красота. Интересное явление, гуси прям в упор подпустили, ребята. Обычно птица такая, ну, такая дикая, пуганая, а тут прям, не знаю, вот это вот весна, ребята, катаклизмы, вот эти вот снега, которые выпали, вот реально птицу сбила с толку. Ну, что-то как-то так. Слава богу, закрыта охота, и сейчас, я надеюсь, их никто не тронет. Они дали круг и, смотрю, обратно сели. В общем, ребят, я погрузился, что, туда-сюда, сегодня по-легкому, без печек, без палаток, так как ночью обещают тепло. Ну как тепло, 7 градусов, но после таких заморозков, ребята, уже как ощущается прям круто по-весеннему. Иду на дальнюю точку, попробуем. Так что такие дела, ребята, 20 километров вверх по течению, погнали. Настроение боевое, я думаю, нам повезет. Все, ехаем.
Здрасте. Ну что, братва, на месте. 20 километров. Вот так. На одном дыхании. Тепло, шикарно. Вот сейчас ходить приятно на моторе. А то идешь, блин, весь крутишься, в бушлат так залезешь. Не камильфо. Блин, вообще жесть. Неделю назад, ребят, я сюда заезжал. Здесь вода вот до кустов стояла. Даже вот этими не пахло. Кто смотрел ролик, когда я там возле сарайки ночевал, тот видел. Я в упор подошел к тому обрыву, задрал нос и пил чай. А сегодня, ребята, вот так. Помимо того, то, что и трава открылась, так уже весь бархан, а даже уже, ребят, с берегом. Офигеть. Офигеть. Вода упала. Ну что, попробуем здесь. Точка интересная. Мне она всегда нравилась. Именно по большой воде. Но в этом году все резко. Я сюда пришел, было рано. А сейчас уже тут поздно. Тут на самом деле уже поздно. Не по такой воде надо здесь рыбачить. Ну ничего не поделать. Все шикарно, ребят. Но я пока поднимался, никакого бревна, какого-то там, не знаю, примытого не нашел. Ну а здесь дров помимо нету. Здесь до леса очень далеко. Кустарник там идет. И там как типа как низина, там вода стоит. В общем, блин. Без дров, ребят. Надо что-то с дровами думать. Сейчас раскидаю лодку, наверное, и что-то будем думать. Посмотрю по топливу. Что-то я даже не заправлялся. Смело так пошагал, блин. Полбака это было. Вот. Не знаю. Надо что-то искать, какую-нибудь сушину. Ну, там на той стороне, конечно, есть. Но как мне их спустить? Я их не спущу. А сюда в этом году ничего не замыло. Течение той стороной бьет. Такие дела. Сегодня, ребята, взял трон. Балдеть, чтобы так сидеть и блюдить. А то что-то постоянно то на пенечке, то еще на чем. У меня же есть шикарная с полочка еще как раз. Старое, кстати, кресло в этом году надо новое что-то приобретать. Под фидер. Уже развалилось все. Каркас-то нормально, вот все вот эти обшивка вся уже пошла. Или найти кого-нибудь, швею какой-нибудь может сделать мне. Хотя у меня супруга могет. Ну что, друзья, переобулся. Блин, тепло, вообще кайф. Прям шикарно, блин. В бушлате жарко. Ну, на моторе шел-то все равно прохладно. Время 5 час. В принципе, времени еще вагон. Крайняя рыбалка показала, что ну, к 9 налим выходит, плюс-минус. А так мелочь поклевывает уже. Здесь как раз такое место интересно. Здесь елец попадается частенько. Здесь он, наверное, будет там мозг делать. Червей у меня немного. Около, не знаю, может, штук 60, наверное. Как раз впритык на рыбалку. Так что вот, надо экономить. Головная боль с дровами, прошелся так по палисаднику.
Ну тут такое, видите, как типа как кустарник. Ольха такая, знаете, ива, черемуха. Ничего такого нет. Есть, конечно, сухие ветки, но вот такие дрова, я не люблю, ребят, такие дрова. Вроде в тайге, да, вот бывает дров нету. Вот местами, ребят, бывает дров нету. Не, может туда проползать, но там вода стоит, ребят. Там вот так жижа, утонешь нафиг. Чтобы какую-нибудь там сушину найти, еще непонятно, где она там будет, блин. И вот надо что-то везти. Я обычно сюда привожу. Бывало, с той стороны на мой вода позволяла. Подъезжал, пилил. Просто чекировал, ну не лодку грузил, а просто веревкой вязал и через речку перетягивал. Потом сюда затягивал, пилил, колол, и шикарные дрова. В принципе, ночь теплая, 7 градусов. Это окей, хорошо. Это уже не минус 5, то что было буквально на днях. А что тут говорить? Вчера, сегодня ночью было около 7 градусов мороза. Холодная ночь была, кстати, сегодня. Ну, вот, которая была, да? 7 градусов было мороза, представляете? Офигеть. Вот. Как-то так. И, блин, а я вот сейчас подымался и нифига. А у меня с бензином там, ребят, вообще предел. Понятно, что обратно пойду вниз по течению, как минимум, но там тонная переправа, там все равно нужен бензин, потому что там заходить надо аккуратно, там, ну, так не пойдешь с плавом. Блин, куда съездить-то? Что замутить? Ну вот шел специально, смотрел, думаю, может где-то какая-нибудь халява. Обычно какую-нибудь дуру закинет, блин, так вот на весь сезон хватает. А тут вот ни хрена. Вроде паводок был, а что-то ничего такого я не вижу, блин. Зато там на острове вообще, ребят, я не знаю, там если пилить, там можно КамАЗов, не знаю, 20 вывести, там такую кучу нафигачило. Ну, остров по центру и прям как раз коряги все туда, бревна. И нафигачил. Ну там круглый год. Потом зимой еду, поднимаюсь, когда на рыбалку сюда. Там постоянно заготавливаем, там поленницы уже, ну, сложены бывает. Время есть, придешь, напилишь там. И потом просто едешь, хоп, чурбаны набрал себе там на ночь. 3-4 чурбана тебе вот так хватает переночевать. Ну, с печкой-то я имею в виду, это же экономно. Все, хорош тарахтеть, ребят. Пью чай и что-то надо мутить. Сегодня что у нас? Маленькая палатка, спальник. В общем, по-спартански. Ну, зараза, блин, костер нужен. Без костра такое себе. Охота ночку возле костра, обалдеть. Не просто сидеть же так, как с фонарем там. Ну, мелочь можно собрать, но, блин, такой себе. Ну, сейчас посмотрим. Что-то буду делать, что-то думать буду. Все-таки решил, ребят, на поиски махануть. Ой-ой-ой. Я скута добавил. Че, пойдем вверх сходим. Вниз далеко. Сейчас за поворот схожу. Может там что накидало. Посмотрим. Ну вон тут, друзья, есть. Ну блин, как туда, как его запилить? Как его забрать вот? Никак, наверное, блин. И с берега не подойти, и с лодки неудобно. Как-то бы ее завалить, так можно, чтобы она по течению ушла, а я потом ее там принял. Тут еще и глубина крутит, блин. Если упадешь, тут хана будет. Неприятно, блин. Ну, хорошая сушинка-то вот эта, та. Хорошая сушинка. Да. Да не ругайся, ты чего ругаешься? Вот эту бы забрать. А я вот тут, блин, расперечил, а еще этот держит, блин.
Неудобно здесь. Нашел, ребята, и берег нормальный. И недалеко особо. Так что отлично. Штилечек мой верный. О, ребят, смотрите какая. Он еще лежит. И вон там. Вот тут вода была. Великолепно. И тут мягко. Мягонько так. Вот такая у нас. Это что, даже непонятно, что это за дерево. Вот тут все затоплено, друзья, было. Осина, что ли? Или что? Все, ребят, нормал, пойдет. На ночь мне хватит. Там поближе, конечно, была. Но она осина, она такое себе. Я люблю, чтобы... Ух! Ну вон что, мне на ночь хватит, ребята. Что там, до 2 часов все равно, там плюс-минус. Потом палатка. Все, потихоньку поползли. Да. А так бы летом тут огромный пляж получается. Так не зайдешь. Далеко таскать. Весной хорошо.
Ну что, друзья, начнем разбросочку. Вот, в принципе, здесь угол. А вот здесь самая яма. Такая интересная, видите, также крутит. Обратка присутствует. И вот пошел. Вот я там остановился. Ну, я потом вот спущусь сюда, вот в эту низину. Там костер буду делать. Там трава, потому что не буду уже делать на траве. Вот. Блин, хотел с оттуда, но там проваливаешься, тонешь. Вот здесь прям начну. Первую и погнали. Все зарастает. Хрена выдерешь. Корни какие. Может, надо принести. Все, пообрубать нафиг. Ну вот так, друзья, в ямку бросил. И пошел. 8 штучек получилось. В принципе, нормально. И вот прям до водочки. Дистанция разная. 15, 10, 12. Вот лодка с дровами стоит. Кол вбил там, чтобы не утащил, а то мало ли. Проиграть можно. Ну, погода вроде успокаивается. Шикарно. На той стороне, что ни на есть, постоянно всплески, блин. Я думаю, что такое, обрыв падает. Крушится обрыв в воду. Порядок, ребятки. Все, порядочек. И ветер успокоился. Сейчас пока ставил, блин, задувало так. Думаю, блин, лишь бы что-нибудь не надуло, а то в этот интернет верить нельзя вообще. В общем, время 6 часов. Донки дергаются, короче, мелочь. Мелочь какая-то бомбит. Ну, в принципе-то и нормально. Блин, сегодня даже, ребят, как-то птицы, слышите, ожили прям. Ну а что, они реально в шоке были. Гуси вон сидят на пляжах, бедолаги, не отдупляют вообще. У нас прям вообще такой азарт у птиц. Наконец-то. Ну а что, правильно, они прилетели, и тут у нас, блин, 1,5 недели, считай, морозы были, снег. Жесть. Ну что, все, в принципе. Самое основное сделал, дрова завез, донки выставил.
Сейчас видно, мелочь качает какая-то. Ну что-то по яме, что-то так. Посмотрим, дистанция разная. Поглядим. Но место здесь хорошее, ребята. Но я обычно вот по весне, когда заезжаю, я вот с этой бровки, с травы вот этой кидаю. Представляете? Туда просто лук. Она тут и хорошо вот за этого бархана грузила держит. И большое течение, а не сильно не стаскивает. Потому что вот этот бархан, он не дает грузилу уйти. И как раз, наверное, там налим-то и бродит. Класс. Наконец-то погода, блин, налаживается. Ну, правда, завтра дождь, а потом 17, ребята, у нас там выходные близятся. Вот эта погодка. Дочке 2 дня, ребят, осталось. Я прям не верю, что у нее летние каникулы уже. Хотя еще май. Ну, там в связи с экзаменом, там туда-сюда, как бы все. Вот у нее 2 дня осталось. Она уже на летних каникулах. Еще снег лежит, ребята. Ребенок на летних каникулах. Вот такие дела на севере. Весело. А севернее еще там, получается, еще на снегоходах ездит и еще снега появится. А там летние каникулы уже у детей. Ах, блин. Да, весело. Картошку, наверное, будем в июне сажать, скорее всего. Что, пока она прогреется, пока туда-сюда. Что, смысл в холодную землю сувать? Многие там, у нас тут тоже там, ну, там быстро там что-то там немножко прогрелось, уже суют. А все равно лежит холодный, там она толком-то что не растет. Также она прогреется и потом уже нормально. Ну, донки качаются, дергает мелочь какая-то. Ну, огонь, что, ребят, что могу сказать, огонь. Там, наверное, маленькую палатку и установлю вот на этом пятачке. Вот. А здесь, как бы, вон здесь костровище, здесь вот и буду балдеть. Вот как мелочь долбит. Ладно, ребят, что. Наверное, что-нибудь сейчас перекусим с вами. Я, кстати, взял флакушечку. Не знаю, по настроению, конечно, взял что-то. Так, думаю, мало ли. А то сейчас стоял, то одни зайдут в гости, подплывут, то другие. Так, думаю, мало ли, может, с кем-то там увижусь. Потому что с многими увижусь только на реке. Все понятно, где-то там туда-сюда, и только вот выходные где-то там на реке ребята встречаются. Хотя живем, грубо говоря, в одной деревне, блин. Ну все, что. Я думаю, тут что-нибудь выхватим. Какого-нибудь налемяху. Не знаю, конечно. Вода мне, конечно, не та уже. Ну, в принципе, почему бы нет? Почему бы нет? Сейчас просто как в русло уже кидаю донку. Блин, уже как, ну, не летний, конечно, понятно, далеко не летний, но уже не то место, которое здесь должно быть. О, опять. Обрыв рушится, моет обрыв. В 7 часов, друзья. Посидел так. Птицы прям реально распелись. Что-то я
Не хотел даже я что-то сегодня. Я сейчас вспомнил, ребята, у меня кореш сегодня годовщина смерти. Уже столько лет прошел, блин. Да. Хороший пацан был. Жалко. Молодой. Ушел как-то нелепо, глупо. Да. В общем, что-то я решил, ребята, опрокинуть. Ладно. Там, наверное, ему хорошо. Потому что здесь ему было нехорошо. 100%. Он постоянно тыкался, ныкался. Что-то все не получалось. Давай, братуха. Вспомнил за него что-то. Алена Сергеевна салатик сделала. Собрала меня она. Перебросим, ребятки. Червей, скорее всего, нету. Сейчас посмотрим вообще, как тут что, обстановочка, как трава. Ну, трава есть. Без нее никуда. Вот, черви обглоданы. Червячки обглоданы. Мелочушка. Да я вот хочу поэкономить, как бы. Грязь она есть. Вон полностью обглоданы. Крючки большие, не секется рыба мелкая. Так что как-то так. Ну, будем ждать 9 часов. Ближе к 9 начнем плотно заниматься, так скажем, рыбалочкой. Опачки, ребята. Ёрш в яме. Так, ну это хорошо. Потому что, ребят, я проигрываю. Я что-то думал, у меня, блин, червей хватает, а что-то я сейчас землю тряханул, у меня там их вообще нету. Ерши, короче, в яме тут. Короче, если что, буду на нарезку, ребят, рыбачить. Надо поймать хотя бы какого-то еще ельца, что ли. Или какого-нибудь ерша еще. Вон, смотрите. Ё-моё. Да, Андрей Викторович, ты что? Салабон, что ли, блин? А я что-то думал. Есть у меня. Земля, короче. Буду ерша резать на куски. На живца его насаживать полезно, он слетит от удара об воду. А вот на нарезку пойдет. К 9 часам придется что-то мутить. Иначе я не знаю, что делать-то. Попался бы еще елец какой-нибудь и нарезку бы сделаю. Да. Что поделать? Ничего не поделать. Ну а да, что-то я сейчас сижу, кубы кидаю. Ну, в принципе, такие есть еще. 9 донок, 8, да. По 2 крючка. Тут что на насадку только надо. По 2 штуки насаживаешь. Так и есть. Блин. Как так-то, а?
Вот я проиграл, конечно, жестко. И время уже вечереет, сейчас самое то. Так, один есть ёрш. Черви 20 у меня есть. Ну это что, это, блин, там надо пучок насаживать, сами знаете, ребятки. Сейчас мелочь сейчас все съест, получается к 9 часам мне надо насаживать. Не знаю пока что. Ну этот ерша на 3 части можно: голову, туловище, хвостик. Это на 3 крючка, в принципе. Берег падает, блин, только ломится. Надо что-то поймать, ребятки, еще, чтобы еще на 3 крючка насадить. Итого уже будет 3 донки. Блин, вообще, ребят, не знаю. Ну а что поделать? Ни хрена не поделаешь. Ну лоханулся я что-то с землей, думаю, так хватит. А видите, мелочь уже начала активничать, и все. Если до этого выезжал, ну как бы ничего там, как насадил, как бы и все нормально стоит, то здесь уже все. Ах, блин. Ну да ладно, ребят, что как будет, хрен знает, посмотрим. Уезжать же не поеду уже домой уже. Вон они качаются. Насадить что ли маленькую этот. Там поводки толстые, блин. Крючков у меня маленьких нету, чтобы поймать какого-нибудь живца. Да. Ну да ладно. Ничего не поделать. Будем отдыхать, значит, ребят, без рыбалки, блин. Колбасу буду насаживать. Кто-нибудь ловил, ребят, на колбасу? На сосиски, говорит, не клюет. Смотрели, да, прикольчики вот эти? Блин, а. Это деревня далеко, и кому позвонишь там, блин, у меня и топлива нету, махануть. Кому позвонишь? Кто-то собирал, не собирал, еще никто ни огород не копал, зима еще, блин. Тут я недалеко уже село, другое, или поселок. А, поселок, да. Тут до поселка сколько? Ну, не знаю, километров 7-8, наверное. Там вообще никого у меня нет с того поселка. Да, он уже такой заброшенный, там еле-еле уже живут там люди. В общем, ребят, что-то надо мутить. Даже налимчик, если попадется небольшой, придется резать его на кожицы, на вот эти всякие. Пробовать так, а хрен потом что. Зато у нас есть армян, есть палатка, есть дрова. Интернета здесь нету, связи нету. Связь есть, проскакивает, но плохая очень. Так что будем кайфовать тогда, ребята. Пойти палатку, что ли, поставить. Вот сейчас настроение прям упало. Ё-моё. Поставлю я, друзья, палатку. Что уже делать? Пока время есть. Поставлю здесь такой пупок, как бы ровный. Вот так вдоль поставлю. И ништяк будет. Маленькую свою взял. Маленькая, ну кайфово, ребята. Вы уже знаете, сколько, или это моя первая палатка. Мы брали еще под мастере когда-то, я не знаю, еще точка была. Может, годика 2 ей было.
Ну, блин, кайфовая. Она как бы здесь снизу пробрезентовая, как бы можно и на сырую ложить ее. Вот так я ее выставлю. Нормально будет. Там с верхней. А так она, видите, ребят, как мешком. То бишь есть борта. Ну, летом вообще кайф, конечно, с ней. Колышки даже вон. И вот такие дуги. Да, наверное, у всех такие палатки имеются. И все, спокойненько она вот ставится 3 секунды. Я даже ее, ребята, вставил, снимал банки с этого, с лодки и ставил ее в лодке. Она как раз подходит по размеру. Крышу делал и в лодке спал. Всяко приходилось за мою-то. Ну вот, продевается крест-накрест. Главное, что она не весит нифига. И в ливень попадал, она и держит, как бы. В общем, имеет место быть. Так, для походов, для таких вот выездов. Ну, понятно, что это летний вариант. Ну, что-то я сегодня не стал брать печки. Думаю, 7 градусов, думаю, блин, ну не займемся же уж. Хотя земля-то холодная еще. На земле-то спать. Ну, так она вдевается раз. И с этой стороны также. И другой крест также продевается. Вообще, ребята, если будет какой-то вариант такие палатки, берите вообще. Мы вдвоем спали с супругой. Видите, она и с москиткой как бы летом продувает. В общем, класс. Выезжаю с Васильичем, и у Васильича как бы у него такого же плана, только она еще с крыльями. Тамбур здесь. И получается вход не вот здесь, а два входа. То бишь вход с одной стороны и вход с другой стороны. То бишь у каждого свой вход. Но она такая же легкая и маленькая. И вот эти крылья как бы вообще круто, если, допустим, дождь идет, какие-то вещи положить. Вообще замечательно. Не знаю, ребят, так делюсь своими так немножко наработками, так скажем. Понятное дело, что начинал я все потихоньку. А вот Орион 2 получается, если что. Ну, работают вещи и как бы почему бы нет. Много начинающих, много вот кто только начинает заниматься не только рыбалкой, но и походами, там же выезд на природу, правильно. Вот сейчас на рынке очень много всякого. А служит, не служит, непонятно, в общем. Работает, не работает. Вот это, в принципе, нормально. И дуги крепкие, и складываются в 3 секунды. Я кайфую. Все, вот спальное место готово. Не знаю. Дождь, не дождь, вообще не проблема. Все хорошо. У меня сегодня четвертый выезд. Да, первый в апреле. По большой сильной воде голяк. Второй раз я поехал. Да, когда сюда приезжал. Вот третий у меня был вот недавно, когда мы отрыбачились 4 налимчика. И вот это сегодня четвертый. Ну, это проигрышный 100% по наживке. Да, я, конечно, виню себя, но
Я не знаю, блин, вообще не ожидал, что так как будто. Думал, что хватает у меня там. Потому что когда я на крайней рыбалке был, я еще посмотрел, думаю, о, пучок есть еще, думаю, о, как раз хватит. Думаю, пойдет. Блин. И вот за 4-й выезд, ребята, сегодня только слышу кукушку первый раз. Раскуковались. Вот немножко тепло дало и вот начали. Так, ну что, друзья, давайте по второй. За вторую она за знакомство. Новые знакомства. Это всегда круто. Я за этот год очень много добавил в свои списки, так скажем. Очень хороших много друзей, людей. Блин, и это всегда круто. За знакомство, ребята. Армян залетает туда, как не в себя. Сейчас специально до 9 ничего не буду трогать, потому что прям к столу надо подать, что пока есть у нас. Ну, потом будем смотреть. Горошек есть. Может, на горошек, братва, а? Блин, а? Надо же было так. Ну да ладно. Как минимум, ребята, на природе и с хорошей погодой. Уже хоть немножко раздеваться начинаем. Кайф, блин, вообще кайф. Вроде, да, уже середина мая, а уж природа только-только, ребята, да, еще ничего даже зеленого нету. Обычно уже в это время годами было уже что, и травка, и листья уже. Так, друзья, 8:30. Ну что, контрольный, так скажем, перезаброс. Все, что есть пока червей. 3 нарезки у меня ерша. 3 кусочка точнее. Попался бы еще один какой-нибудь ерш. Было бы вообще ништяк. Конечно. Но пока вот так, ребят. Пока вот так. Все объедено. Буду как-то что-то мутить. Буду что-то мутить, ребята. С остатков. Да, проиграл, конечно, я, блин, вообще лоханулся. Ну, а что поделать, блин. Вот так, по 2 штуки хотя бы. Так, снизу вроде более-менее пойдет еще. Еще пойдет. Опа. Ребятки, налимчик. Блин, налимчик, ребятки, ну придется забрать его на нарезку. Как бы не ругайте меня. Вот такой змееныш. Ну, налим каннибал. Заберу, мне как раз на наживку хватит. Мелкий, конечно, зараза. Вон такой детеныш. Заберу его пока. Не знаю, дальше видно будет. Налим каннибал, да, налимов хватает он. Ну, как и щука, в принципе. Вот нарежу его. Как-то выходить из ситуации нужно. Ну, перезарядил, ребята. Ну, червей 10 осталось. Ну, у нас налимчик есть. 9 часов практически. Самый пик, ребята.
Костер запалю, он как раз дошел до лодки. Он хапанул елочку. Так и буду потом. Костер небольшой запалю. Ну вот и, ребят, потемнело. Так бы было более-менее, но пасмурно опять. Блин, кайф так сидеть, вот, ребята, и вот река, тепло, ну так относительно. Так уже отвыкли от этого, блин. Вроде вот она, уже весна наступила. Ба, все, бам, и вот опять такой, знаете, этот осадок, вот этот снег, блин. Все майские праздники, столько выходных было, такие планы были, опять все коту под хвост, сидели дома. Мело просто. Ну вот, друзья, запалил костерочек, ну с ним просто веселее. С ним сидишь как-то, как с товарищем, он что-то там шибочет. Утки начали. Что-то тяги нету почему-то вальшнепины. Здесь тоже с болота. Здесь у меня друг живет. Я всегда, еще когда молодой был, боялся вот эти звуки. У, у, у. Вот это птица, ребята. Она живет на болоте. Называется она как-то на В как-то. Кто вот вспомнит, кто знает, ребят, напишите. Не вып, не В. Блин, вот из головы вылетело, вот, честное слово. И вот она на болоте живет, ребята, она вот тоже вот сумерки, вот налим, и вот она тоже начинает. Я так понимаю, что она надувается так и потом прикольно. И вот здесь болото недалеко, вот она здесь постоянно, вот в этом месте. Что-то пока молчит, должна. Так, ну что, ребят, ждем звоночек. Правда, такие у нас насадка такая, днищая, блин. По 2 червячка, я обычно по 3-4. А тут по 2. Но ничего не поделать. Налимчика надо порезать. Эх, малышок. Досталось тебе, конечно. Десять часов, друзья. Тишина. Как будто бы тишина. Там кто-то звенел там в конце. Не знаю, проходил вроде, ничего не качает. Пройдусь, перезаряжу. Ровно 3 червя, ребята. Осталось. Вот они. Все. И нарезка.
И нарезка. Странно, конечно. В этом месте должен налим быть. Перезакину. Есть, ребят, небольшой. Ну, на нарезку у нас есть. Этого отпускаем. Опа. Давай, братик. Дюжа ты мелкий. Дюжа ты мелкий, конечно. Засранец. Так, ну что, все. Сюда нарезочку. Так, что у нас там? Кто там у нас есть? Хвостик нацеплю. Опа. Ну, вот так вот. Хвостичек. Шикарно, ребята. Люстра светит, костерок шает. Красота. Ну, налим молчит, ребят. От слова совсем. Прошелся сейчас. Где-то черви остались, где-то нарезку нацепил. Небольшой сопляк попался. И все. Разочаровывает меня это место вообще. Последние уже 2 года, наверное, здесь. Почему-то как-то плохо стало. Хотя здесь вся бешеная рыбалка вот именно в этом точке была. Мы здесь с Илюхой когда-то весной поймали очень много налива. Полмешка, наверное, картофельного. Мы только за вечер, за час, наверное, поймали штук 9-10. И еще столько же за ночь. Ну, короче, в районе 25 мы там поймали. Это не считая мелких, которые обратно отпускали.
Здесь я на жерлицу поймал самого крупного налима, 4 килограмма. С Юрьевной мы когда-то давно, у меня еще тафовар был, стандарт 500-ник, маленький. У нас здесь стреляны все жерлицы, и мы их в лунку не могли заточить в сотку. Просто не вылазил. После того я приобрел 130-й. Но это когда было, давно уже. Место прикольное, интересно. Ну, налима нету, я так понимаю. Так, если бы он здесь был, он бы клювал. Да и вообще налима не стало. Вообще в реке не стало налима. Как раньше, сколько было налима, это вообще считалось, блин, так сказать, налиме река, блин, потому что налима было море. Вообще море. Это вот жаркое лето, наверное, поубивало все. Да, не знаю. Милеет река, нет реки, не осталось. Мужики сейчас по старицам проплыли, говорят, что икра вся висит на деревьях, потому что резко упала вода и вся икра висит. Это все, это полный П. Ну, не знаю, перезарядил, ребят, 10 часов. Потемнело, туча прихерачила, мокрит немножко дождь. С костерком все в порядке, настроение боевое. Вообще кайф. Тепло, самое главное, ребят. Так, что у нас по третьей? Третью что? За семью, ребята. Семья это на первом месте, как говорится. Без семьи очень плохо. Я знаю, что многие живут вот так. Ну, семья все-таки, ребята, это, ну, дети, да, вот это все, это. В принципе, за них только и жить и остается, как бы, ну, не для себя, что ли. Для меня вообще ничего не надо. Я вон рубаху одел одну, мне больше не надо ничего там одеваться куда-то, что-то туда-сюда. Я вообще уже не знаю, последний раз, когда куда-то выходил там, вот там, я не знаю. Вот. Так что все стараемся только для детей. Дети — это цветы жизни. Давайте за семью, за детей, ребят. Ты что начал-то, исполнять? Давай в ту сторону. Ну, наконец-то, ребята. Наконец-то, друг. Прям возле костра. Бахнул. Вот костер, лагерь. О, аж подзенькивает. Ну, давай будем брать. Не, есть. Небольшой, ребят. Не крупненький. Ну, наш. Ну как, хороший, ребята. О, пойдет. Оба. Отличный. Вон бродяга. Ну, видите, как это. О, ничего себе, ребята, да ну нафиг. Вот это победа. На нарезку взял. Ребят, взял на нарезку. Взял на налима. На хвост. Взял, ребята, налима на хвост. Охренеть. Надо же, а. Хвост сожрал. Такой полторашник. Вот он, ребята, нарезочка. А ты, Андрей Викторович,
Все смущаешься, смущаешься. Вот, пожалуйста, хвостик, ребят. Заглотил. Полторашник. Красавчик. Пятно такое у него. О, блин, пьявки. Класс. Вообще класс. Никодимище, а? Ну, здорово. На нарезочку, на хвостик. На лимчика бахнул. Я не ожидал, конечно. Но это победа, ребят, 100%. Красавец. Смотрите, ребята. Хвост, нарезка получается. И снизу червяк. Причем тут еще, ну, червик как будто бы-то и есть. Видите, 2 червя, как я насаживал. Но он взял рыбу. Он взял нарезку. Блин, а? Значит, все-таки нужно экспериментировать-то, а? Все-таки нужно. Крючки, конечно, не под нарезку. Ну, как-то так. Погнали. Ну вот, прошелся. Тупо просто одна поклевка возле костра. Шик. Хап. Он сходу ее хапнул. Сразу видно было, что налим такой более-менее. Блин, ну меня удивило, конечно. Тащу очередные дрова. Костерок. Вот и расцветает, ребята. Так интересно, как бы, знаете, вот потемнело немножко. Но, в принципе, особо не темнело уже. Уже, ребята, приближаются белые ночи. Скоро начнется это все дело. И, ну, так птицы немножко замолчали. И вот все опять трясогузки. Кукушка опять начала долбить. Даже этот Вальшем с утра почему-то прошел. Кукуха, кукуха. Сколько поймаем налимов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не верю. 1:30, ребята. 1:30 уже, нифига. Круто. Круто. Прошла неделька и уже, видите, ребята, к 2 часам расцветает. В 2 часа уже будет практически нормально. Ну, в принципе, уже можно на моторе шагать. Классно. Немножко подзамерз, последнюю полено притараканил. Ну все, что, одна поклевка, ребята, золотая. И в принципе все. Наверное, перекусим что-нибудь и на отбой. Рыбалка, в принципе, налима заканчивается. Рассвет. Ну, в прошлый раз, когда я лег в 2 часа, я проснулся в 6. У нас висел налим на донке. То бишь, какое-то время все равно периодически получается клен уже. Ну, то бишь, там, не знаю, в 3, может, там, 2:30, 3:30, в 4, в 5, ну, непонятно вообще. Вот.
Не, ну бывали рыбалки, когда просто не успеваешь даже просто посидеть, там что-то перекусить. Там звенит, там звенит. А бывает даже у меня с отцом еще, с батей, вообще под там звон, там звон. Донок много ставили. По 20 штук ставили. И там слышишь звенит, там где-то звенит, там звенит. В общем, блин, просто бегаешь вот так всю ночь. Но это были времена, теперь мгновения. Я раньше поднимался, а теперь давление. Ах, как-то так. Чайковского пью. Такой дренаж вообще. Блин, кайф. Птицы опять запели, вообще кайфово. Блин, так. Не знаю, что все рассказываю, сижу тут на камере. Ну вот рыбалка, ребята, вот такая, знаете, в одного. Тут вот это наблюдаешь. Мне кажется, навряд ли из моих зрителей кто-то такое наблюдает. Ну, многие, конечно, наблюдают, но опять же, не все. И вот хочу поделиться просто вот с именно этим. Ветерочек такой, знаете, неприятный как будто. Ну, сейчас утро, самое такое прохладное время. Сейчас она градусов, не знаю, 4, может 3, может 5. Ну, не так сильно холодно, как бы терпимо. Ну, так уже спать охота, если честно. Уже так подустал. Вот почему как бы и вот в принципе сейчас можно собраться и на мотор махануть и вот пойти там домой, там все вот к утру там туда-сюда. Но если я домой доберусь там к 8, там к 6, допустим, там, то если я завалюсь, то все, это целый день просто пробитый. А тут я спокойно отдохну, утром встану и как бы нормально. Ну, видите, занимает 2 дня. То бишь вчерашний день и сегодняшний день как бы я вот на выезд только. Так что такие дела. Да. Ну, приятная поклевка, ребята, и это победа. Так что, блин, я рад очень сильно.
Ноги мои, ноги. Как вы постарели. Завалимся, ребятки. Хороший на сегодня. Отвоевали. Дело прошлый раз уже, ребята. Ну я спать. 02:35. 2:30. Все. Разделся, так сказать, до трусов рыбацких. Самое главное, многие, может, не понимают, спальника. В спальнике, ребята, надо спать телом. То бишь вообще нужно даже по идее раздеться. И тогда он будет отдавать теплом и будет тогда более комфортно. Если завалиться в нем в одежде, такой себе. Одежда не пропускает тепло и спальник не работает, как он должен работать. Слышите, ребятки? Под такую музыку я буду спать. Все. Сплю 2-3 часа. В 6-7 подъем. 5-10. Ну и все, по старой схеме. Я в своей уютной маленькой палатке. Красота. Все. Ныряю, ребят. Спальник. Дышим. И нам там тепло. Доброе утро, страна. Вот это ништяк. Братва, доброе утро. 8 утра. 7:49. Проснулся. Блин, и вообще так замечательно выспался, ребята. Прям поспал с удовольствием, знаете. Под утро было холодно. Там в 3, я не знаю во сколько. Вот лег. Пришлось прятать голову, как бы. А потом вот солнце встало, ребята. Не знаю, там в 5-6.
Так пригрело палатки, такой Ташкент стал. Я даже вылез с спальника, потому что жарко. Вообще замечательно. И вот сейчас проснулся, уже тучи и моросит дождь небольшой. Быстренько позавтракал, у меня тут 2 котлетки есть. Так, без хлеба. Неохота что-то. С чайком. Ну и все. Будем собираться, друзья. Больше тут ничего не остается. Блин, дождь зарядил-то капитально, смотрите. А с утра не обещалось. Да. Вот такая рыбалка получилась. Ну, проверил место. Все равно одного поймали. Еще одну нарезку, блин. Но не ожидал я, конечно, что здесь вот по весне вот должен налим стоять здесь. Значит, будем искать. Вот как прогнозы верить. Вот дождь пошел. Хотя обещали только в обед. И то там не сразу он так начинается. А тут вот, блин, прокопалил. Палатку надо сворачивать. Потому что чтобы она сухая была. Не хочу, чтобы она мокла. Самое приятное в этой ситуации, знаете что, ребята? Что это собирается лагерь просто в 3 секунды. Я вам говорю неспроста, которые имеют большие палатки, печки, раскладушки. Это очень, ребята, долго, это все сложно, это все с дома, с гаражов достань, загрузись, доедь до реки, выгрузи, загрузи в лодку. Надо, чтобы все вещи равномерно лежало, чтобы лодка шла ровненько. Доберись, выгрузи, расставь лагерь, переночуй там, грубо говоря, собери, обратно загрузи, и все это в порядке, ребята. И это, блин, такое себе, знаете, удовольствие, тем более с утра, вот, когда вот ты такой размягший еще, там, 5-10. Ну, в общем, это не все так просто. Но это комфорт. Блин, а зараза, ты че, ну? Давай хорош, блин. Не надо мне тут дождя, блин. Вот он, ребята. Попался в ямки-то. Опа. Еще один. Еще один, ребят. Не крупный, конечно, но налимчик. Лагерь смотал уже. Донки остались. Ох, нифига заел, блин, а. Засранец. Ох, блин. Вот этого, ребят, я уже не смогу отпустить. Толстый такой, упитанный, блин. Грамм 400. Налимчик. Ах, заел. Так заел. К сожалению, да. Бесполезняк. Глотают они, конечно, страшное дело, ребят. Как учил меня дядька, палец сувать надо туда и уворачивать. Все, жабры повредил. Ох. Вот, ребят, слизнячок такой. Ну ладно, в копилку пойдет, что. Ничего не поделать. Первая донка, он в ямке. Попался, блин. Ребят, сматываю донку, смотрите.
там трясется. Причем неплохо. Пойти надо достать ее, блин. Иначе мало ли сойдет. Может, с утра кто бахнул. Две подряд, вот вторая у ямки, которая... Значит, они повыходили все-таки утром когда-то. Здесь, конечно, грязи, ребята, у меня. Ух, вообще еле идет. Ну там, понятно, трава, блин, куча. Ну да, как и сказал, ребята. С утра может хапнуть ясь. Так и получилось. Вот еще язёк. Белая рыба, ребята. Видать, только хапнул с утра на кусочек червя. Красавчик ясь. Опа. Вот так вот. Тут есть кимогу, да. Я смотрю, что-то вроде не дергалось. Задрыгалось. Думаю, если налим, пускай сидит. А если ясь, надо брать нормальный 500 грамм язёк. Ну так бы, если прикольно было, сейчас на каждую донку бы что-то снять. Ну вот видите, наплакал, ребят. Рыбалка она такая. Сами знаете. Это, как сказать, раз. Одно мгновение, и у тебя рыбалка удалась. Так что... Ну это только-только утренний он хапнул. Здесь истики попадаются, да. В этом месте. И, видать, вот на кусочек вот этого ободыша он хапнул. И опять дождь, зараза, пошел, блин. Густерка, друзья. Ух, белая рыба поперла. Так что начинается сезон, ребятки. Густера. Вот, кстати, мой ответ, почему я не ставлю нарезку, там, печень и так далее. Потому что когда налима ловлю, при лове вот такая рыба ясь. Всяко разно. С налимом можно не повезти, вот, ну, что-нибудь такое поймать. Присядем на дорожку. Блин, дождь херачил, сейчас солнышко вышло, распогодилось. Собрал, ребят, донки. Все. Помыл лодочку. Вчера там дрова возил, так немножко мусора. Люблю порядок. Чистота залог здоровья, сами знаете, друзья. Ну и собираюсь я так, как бы монотонно. Я собираюсь дольше, чем вот расставляюсь, потому что, ну, люблю, чтобы все был порядок. Все, посуда вымыта там, плюс-минус. Лоночки там все нормально. Если там где-то узлы какие-то, перевязать, там поводки поменять сразу же, чтобы выезжать в следующий раз и понимаешь, что у тебя все ровно, все четко. Вот. Как-то так. Ну что, белая рыба, ребят, просыпается. Это значит, скоро будет рыбалка по фидеру. Все, сейчас гружу вещи и на хода. Погода кайф, ребята, тепло. В общем, что у нас получилось? Ну, не считая мелких, конечно, этих налимчиков. Один полторашник, плюс-минус, ну где-то так. Вот небольшой грамм 500, который попался здесь, заглотил, забрал его. Вот подвязок и вот густерка. Такой набор. Ну, жареха нормально, ребят, по налиму. Те два налимчика, которые поймал, пожарили. Шикарная большая сковородка для всей семьи.
Очень вкусная рыба, потому что безотходная, костей нету. В общем, ешь одно мясо практически. Вкуснятина вообще. Все. Как-то так, ребята, давайте все на рыбалку. Природа оживает. Зацепили холода не только у нас в Республике Коми, но и в России, я имею в виду в средней полосе. Ну, сейчас, в принципе, у всех погода налаживается, и даже бабочки, ребят, уже летают. Надо выезжать на природу, ребят. Все, давайте, берегите себя, ребят, на связи. Ну что, с Богом.